Но мы продолжаем делиться новостями. По статистике в Республике Саха-Якутия проживает более 7 тысяч детей с инвалидностью и более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в среднем более 500 детей идут в школу, в инклюзивные классы. И сегодня у нас в гостях руководитель проектов благотворительного фонда «Харысхал» Елизавета Зарубина. Елизавета, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У вас уже есть праздничное настроение? Праздничное настроение есть, и это очень важно. Отлично. Ну а теперь давайте вернемся к вашей работе, к вашему проекту. Расскажите о его актуальности. Очень важно отметить, что когда ребенок идет в школу, ребенок с инвалидностью, есть несколько вариантов образования. Можно поступить, например, в коррекционную школу, либо в общеобразовательную. И вот здесь вот возникает основная сложность, так сказать, выбора. Мгм. Поэтому очень важно подумать об этом, когда планируется в целом год у родителей и год семьи как таковой, потому что к этому вопросу необходимо подготовиться чуть-чуть заранее. Скажите, пожалуйста, а в рамках вот этой подготовки какие проекты реализуются и как они помогают родителям сделать правильный выбор, так скажем, в пользу ребенка? То есть куда его лучше направить? В этом году наш благотворительный фонд стал победителем в фонде президентских грантов, и мы выиграли с проектом в первый раз в инклюзивный класс, который выступил, основной целью которого является создание вот условий для того, чтобы выступить своеобразным мостиком между родителями, как заказчиками образовательного процесса, органами исполнительной и законодательной власти. То есть очень важно, чтобы каждая из участников данного процесса была информирована о том, какие варианты у ребенка могут быть. Мгм. А подскажите, пожалуйста, а почему важно заранее к этому подготовиться в январе, в декабре даже? Вообще запись в первый класс у нас начинается в апреле. Мгм. В этом году запись в коррекционной школы началась 6 июля. То есть это достаточно такой получился длительный процесс. И когда твой ребенок 1 сентября должен пойти в школу, а ты пока что еще не знаешь, в какую школу его записать, возникает вопрос настолько критический, например, а хватит ли вообще моему ребенку места в школе? Поэтому перед тем, как пойти в школу, очень важно понять, какой маршрут предстоит. А как это сделать? То есть родитель может обратиться к вам, представить документы, то есть на ребенка, да, то есть какие у него А, есть справки, да, какие ограничения, и вы ему уже поможете. Мы как благотворительный фонд осуществляем проектную деятельность, то есть мы по большей части консультируем родителей. А, Специалисты, которые помогают в выборе образовательного маршрута, это психолого-медико-педагогическая комиссия. Они официально проводят комиссию по МПК, а мы, в свою очередь, информируем родителей о том, какие варианты могут быть. Мы проводили встречи с коррекционными школами, с общеобразовательными, то есть у нас есть сайт, на котором можно всю эту информацию доступно получить. Мгм. А вот к школе, насколько школы готовы к инклюзивному образованию? То есть созданы ли там уже условия? Можно ли выделить какие-то школы, в которые может желательно обратиться родителям? В этом году было открыто более 5 ресурсных классов, инклюзивных или коррекционных, как угодно можно назвать, в которые пошли наши ребята, и это достаточно такой прогрессивный опыт для нашего города, потому что это было создано впервые, когда массово вот эта практика была распространена. И получается, конечно же, вопросы, которые необходимо решать, есть. Они в первую очередь касаются кадров и финансовых вливаний, потому что необходимо создавать доступную среду, но я думаю, что если мы будем работать всей командой, то мы сможем решить все вопросы, которые А, есть. а существует ли в нашем городе, в нашей республике тьюторское движение? Вы знаете, оно есть, но оно достаточно такое, как сказать, с тьюторами. Это вообще, мне кажется, тьюторы – это основная общероссийская проблема, потому что это достаточно высококвалифицированный труд, который, к сожалению, пока что не так популярен среди специалистов, и он, к сожалению, не так высоко оплачивается, как хотелось бы. В связи с этим мы испытываем сложности, конечно же, в выборе людьми данной профессии. И возникает вопрос тогда, а вообще кто и как будет работать тьютором. А так специалисты работают, несмотря на все сложности, которые есть, они достаточно самоотверженно выполняют свою работу. Конечно. А еще подскажите, вот школа, с этим примерно все понятно. А есть ли какие-то кружки для таких детей?
Кружки есть, в том числе в благотворительном фонде у нас мы проводим свои творческие инклюзивные студии, в рамках которых могут посещать ребята с инвалидностью и без. Вообще в целом фонд выступает амбассадором инклюзивной среды, мы стараемся объединять и детей с инвалидностью, и без. Насколько успешно удается вот интегрировать такого ребенка в общеобразовательную школу? Сейчас уже можно какие-то предварительные итоги сказать? Очень важно отметить, что любой успех зависит от сотрудничества родителя, специалистов и, конечно же, вот самого ребенка, да. Поэтому, например, сейчас вот в рамках второго этапа для того, чтобы поддержать специалистов, мы их обучили. Мы получили более 516 заявок при ожидаемых всего лишь 50. И до мая мы приняли решение в рамках проекта проводить ежемесячные супервизии для того, чтобы специалисты смогли приносить нам свои, так сказать, проблемные кейсы, которые мы могли бы разобрать под руководством квалифицированного специалиста, для того, чтобы вот этот процесс был более комфортный для всех участников. Ну, то есть уже есть такая как бы начало отдельной образовательной программы с учетом Да, особенностей инклюзивного обучения детей. да. Ну, здорово, обязательно будем интересоваться этим процессом. Я думаю, что и родители все заинтересованы. Ну и хотелось бы услышать несколько пожеланий для детей и родителей в такое предновогоднее время. Несмотря на то, что Новый год кажется нам чем-то интересным, очень необычным, возможно, даже неизвестным, очень важно запланировать то, что предстоит вам совершить в новом году, сделать первый шаг навстречу к своим поставленным целям и, конечно же, не бояться мечтать, сотрудничать и добиваться поставленных целей. Мгм. А скажите, а как раз в новогодние праздники есть ли какие-то программы для таких детей? На этой неделе, вот на прошлой неделе мы провели большой утренник, о котором также вышел сюжет на нашем телевидении. Очень советую вам посмотреть. Также у нас планируются внутренние мероприятия внутри нашего молодежного центра «Среда». Ну и, конечно же, мы планируем также выезды к нашим паллиативным и лежачим подопечным Дед Морозом Снегурочкой. То есть у нас как бы мероприятие новогоднее в самом разгаре. Отлично, спасибо Мы большое. желаем успехов в реализации всех предновогодних и новогодних планов. Огромное спасибо, что нашли время прийти, и ждем с новыми хорошими новостями. Спасибо.